Неделю, по-моему, назад было 37, а сейчас 38. Цены выше, водители в недоумении. Чем обусловлен резкий скачок стоимости на бензин, разбирался наш корреспондент. Данные камеры фиксируют нарушение скоростного режима, выезд на полос встречного движения, а также проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию. Ездить не по правилам уже невыгодно. На дорогах Ингушетии внедряется система фото- и видеофиксации нарушений ПДД. На конкурсе отбора начиная с заявок от центра занятости 18 мая сейчас выделить адресу. Профессионалы нужны везде. Расскажем, как предприниматели создают новые рабочие места. Машин лобовой, боковой, кичдах, таихад машин, машин. Агму и гюр машин царзгерц адетча. 25 лет на страже правопорядка и безопасности. В преддверии юбилея создания МВД по Ингушетии расскажем о доблестных сотрудниках. Я решил нарисовать какой-нибудь сюжет, который всех заинтересует. Пользуется красками, но пишет чувствами. Юный художник Абубакр Аушев выставил свое творчество на суд зрителей. Оценила и наш корреспондент. На канале Ингушетия новости 24. Добрый вечер. Власти республики намерены в этом году ввести в строй 4 детских сада на 880 мест в Назрановском и Малгобекском районах. Дошкольные учреждения построят за счет средств федерального бюджета по программе повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. Объекты строятся по заказу Минстроя республики. Один объект построят в сельском поселении Кантышево, а 3 остальных в Новом Реданте, в селениях Сагапши и Верхние Очелуки. На строительство каждого детсада планируется направить около 180 миллионов рублей. Стоит отметить, что Минстрой России заключил с Ингушетией 6 соглашений на сумму около 3 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на реализацию 6 федеральных целевых программ, в рамках которых будет продолжено строительство 7 и начато возведение 12 объектов. Пользоваться личным автотранспортом становится накладно. За последние несколько недель по всей стране значительно возросли цены на бензин. Скачок произошел и в нашей республике. Теперь цена, к примеру, на бензин марки АИ-92 стоит 38 рублей за литр. АИ-95 сейчас можно купить лишь за 39,5. В причинах роста цен разбиралась Залина Магушкова. Чаще всего на заправочных станциях водители заправляют свои автомобили бензином марки АИ-92. В сравнении с другими видами топлива это самый дешевый. Литр этого горючего на сегодняшний день в Ингушетии стоит 38 рублей. Всего пару недель назад он был на рубль дешевле. Водители уже ощутили на себе подъем цены. Неделю, по-моему, назад было 37, а сейчас 38. Хотелось бы хотя бы чуть немножко убавили бензин. Дороговато, конечно. Нам же постоянно надо то на похороны, то на свадьбу. Литр бензина марки АИ-95 сегодня можно купить за 39 рублей и 90 копеек. Дизельное топливо стоит 40 рублей и 20 копеек. Цена самой дорогой марки бензина АИ-98 достигла 45,5 рублей. Адам Даурбеков, к примеру, в месяц тратит на заправку около 5-6 тысяч рублей. Теперь эти расходы станут чуть больше, сетует водитель. Заправляться приходится 2 дня минимум, 1 раз. Если ездить чисто по селу. А так, если в дальние расстояния ездить, то в день 2 раза максимум будет заправляться. От Ингушетии на рынке нефтепродуктов Роснефть представлена предприятием «Ингушнефтепродукт». Это один из доминирующих поставщиков топлива в Ингушетии. Эта компания объясняет рост цен на бензин аналогичным повышением входной стоимости. Ведь расценки нефтепродуктов в крупнооптовом сегменте оказывают значительное влияние на розничные цены. Впрочем, Ингушетия входит в 5 субъектов с минимальной наценкой на бензин в сравнении с другими регионами. У нас на стеле висит 92-38. В сравнении с другими регионами у них уже за 40.
То есть у нас разница в 2 рублях. А это очень существенно для семейного бюджета. Для потребителя это очень важная цифра. 95 у нас 39,50 стоит, а в других регионах она стоит уже за 42 рубля. По мнению Федеральной антимонопольной службы России, основными причинами роста цен являются фискальная политика государства, проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов МПЗ и рост мировых цен на нефть. ФАС России констатирует, что за последние 3 года рост цен на нефтепродукты во всех сегментах соответствует уровню инфляции. В пятницу в прошлом мы дали предупреждение, письма направили как этим 2 компаниям, чтобы они не позволяли себе недопустимый рост цен, то есть необоснованный. Но тогда, если они закупают за 5 рублей, допустим, тоже литр бензина, они не могут продавать его себе в ОШЕР за 4,90, то есть и мы не имеем права у них это требовать. Поэтому в рамках разумного надбавка, естественно, должна быть. Эта надбавка в динамике по всей стране у нас одинаково идет за последние 3 года. У нас она как установилась на процентах, но маржинальность 5,2%. А вот с тех пор она идет, она не меняется. То есть сверхдоходов, сверхприбыли, насколько мы видим из отчетности автозаправочной станции, не получает. В связи с этим Управление Федеральной антимонопольной службы усилили контроль на рынке нефтепродуктов в целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства. Залина Могушкова, Рахман Цуров, Новости 24. Лучшее средство остановить хамство на дорогах – удар по карману. На дорогах республики ежегодно из-за лихачества нерадивых водителей погибают сотни людей, а кто-то остается инвалидом. В целях минимизации ДТП теперь в Ингушетии массово внедряют фото-видеофиксаторы нарушений ПДД. На самых проблемных участках республики уже установили 55 камер. Репортаж Лейлы Гайсановой. Жизнь простого российского автолюбителя в последнее время заметно осложнилась. Все меньше водителей могут похвастаться тем, что ездят без штрафов. Вроде и патрулей ГИБДД на дорогах стало меньше, но тем не менее взысканий с нарушителей становится все больше. Откуда? С камер фото- и видеофиксации, благодаря которым уже давно штрафуют не только за превышение скорости. Данные камеры фиксируют нарушение скоростного режима, выезд на пол встречного движения, а также проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию. Комплексы установлены в местах, характеризующихся тяжелой дорожной обстановкой, а также высокой аварийностью. На дорогах республики за последний месяц совершено свыше 27 тысяч нарушений ПДД. Водители в основном пересекают стоп-линию при красном свете на светофоре, а это штраф 800 рублей. Камеры установлены в рамках программы «Безопасный город». И все они скидывают на сервер ГИБДД зафиксированную информацию, после чего компьютер автоматически высвечивает нарушителя и устанавливает размер штрафа. Программа обеспечивает внесение постановлений и обработку фотоматериалов. В данный момент мы обрабатываем фотоматериал, полученный с комплекса города Назан, с улицы Магистральная. Вид нарушения – это превышение скорости и выезд на встречную полосу. Автолюбители, в свою очередь, пытаются обхитрить фиксаторы, приобретая специальные антирадары. Они предупреждают о встречном контроле, чтобы водитель успел снизить скорость, пока его не оштрафовали. Ну а если детектор молчит, они превышают, порой становясь причиной ДТП. Эти камеры в народе прозвали «всевидящее око». Они нужны на 100%. Водитель меньше будет нарушать, меньше аварий будет. Меньше проблем. Камеры яли, он, конечно, в шортах, как машины. Действительно, как в шортах. Благодаря камерам создается постоянный эффект присутствия патрульной машины. Если страх потерять жизнь и здоровье на соблюдение правил дорожного движения автомобилистов не мотивирует, то пусть они будут бояться лишиться водительского удостоверения или выплатить немаленький штраф. Может быть, через некоторое время поменяются приоритеты. А то, что нарушаю я или нет, я могу сказать, пару раз залетел, чисто случайно. По карману хорошенько дало, и все, больше не нарушаю. Стараюсь не нарушать. То, что установлены камеры видеофиксации, фото-видеофиксации, это очень даже правильно, потому что заметно на дорогах ездят намного спокойнее и аккуратнее. Устойчивые навыки дисциплинированного поведения на дороге у водителей формируются лишь с помощью штрафов и лишения прав. Но инспекторы настоятельно рекомендуют оплачивать их вовремя, так и сэкономить получится. Хотелось бы, чтобы граждане наши отслеживали с помощью сайта Госслуг, с помощью сайта ГИБДД, с помощью различных приложений эти штрафы, которые вносятся в отношении них. Если они будут отслеживать их вовремя, у них будет возможность оплатить данные штрафы с 50% скидкой. То есть это хорошее подспорье в течение первых 20 дней. В случае, если
штраф не будет оплачен в течение 2 месяцев с момента получения. Данный штраф будет направлен для принудительного взыскания в службу судебных приставов. Все меры, принимаемые госавтоинспекцией, направлены на снижение аварийности на дорогах республики, и эта борьба будет продолжаться, пока нарушитель не осознает ценность человеческой жизни и лишний раз не подумает, стоит ли рисковать ради нескольких минут выигрыша. Установка фото- и видеофиксаторов все же приносит пользу. Вот, к примеру, улица Тутаева, участок дороги, которым в народе называют «Долина смерти». После установок этих камер, по словам сотрудников ГАИ, здесь не было зафиксировано ДТП. Это именно то, ради чего и принимаются такие меры. Осторожнее стали и на других участках. Проезжая по федеральной дороге, автолюбители, видя специальный знак фото- и видеофиксации, снижают скорость. И привычные 100, а то и 120 км в час на спидометре снижается до 60. Получается, что удар по кошельку все-таки заставляет водителей задуматься и не нарушать. Лейла Гайсанова, Мухаммед Миржоев. Новости 24. Терроризм не имеет никакого отношения к религии. Более того, ислам не приемлет насилие в любом проявлении. Эта тема обсуждалась в 5-й Малгобекской школе. Напомнили учащимся и о пагубном влиянии соцсетей. Лариса Аздоева с подробностями. Депутаты, богословы и просто жители города объясняют молодежи, что терроризм – это зло и не имеет ничего общего с исламом. Каждый молодой человек несет ответственность не только за себя, но и за своих близких. Старшеклассница Мария Маздоева считает, те, кто вступает в ряды террористических группировок, не только портят свою жизнь, но и близких. На мой взгляд, понятие терроризм не должно быть совмещено с понятиями ислам, светлое будущее человека или гуманность. Действительно, у терроризма нет светлого будущего, и нам с ним не по пути. В кругу моих друзей не затрагивают такие темы, как терроризм. Мы отвергаем такие темы и никак не подвергаемся угрозе от этого терроризма. Учитель основ религии также объяснил школьникам, что те молодые люди, которые направляются в Сирию, чтобы поддержать так называемый халифат, глубоко ошибаются. Идеологи ИГИЛа проповедуют убийство, и это никакого отношения к религии не имеет. Яраги Гантимиров считает, что помимо работы властей с подрастающим поколением необходимо проводить беседы и с родителями, ведь многое зависит от воспитания. Вот буквально месяц назад у нас была такая встреча, и так разговор был между двумя родителями, говорит, вот вы уже, говорит, несколько лет, говорит, проводите эти встречи, говорит, ну вот интересно, какие-то результаты, вот типа того, вот их не видно, таких результатов. Второй родитель хорошо ответил, говорит, если бы вот такие мероприятия не проводили, еще неизвестно, что бы у нас было. Действительно, потому что мы в основном привлекаем и религиозных деятелей, привлекаем общественные, молодежные организации, выступают, я думаю, что эффект от этих встреч есть. У интернета, по мнению старших, больше минусов, нежели плюсов. Ответы на интересующие вопросы учащиеся могут получить как от родителей, так и от учителей. Пользователи соцсетей должны понимать, что они несут ответственность за комментарии экстремистского характера, опубликованные в социальных сетях. У терроризма нет будущего, и мы будем надеяться, что мы никогда не столкнемся с такой вещью, как это, поскольку убивать и применять физическую силу – это вне закона, а также моральным правилам. Такие профилактические беседы будут проводиться и в других школах региона. Лариса Аздоева, Рахман Цуров. Новости 24. Предприниматели снижают уровень безработицы в регионе и популяризируют рабочие профессии. Госпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Ингушетии» – еще один стимул для местных предпринимателей в создании новых рабочих мест. О том, как эта работа проходит в Сунже, расскажет Жаридат Халухоева. Производством хлебобулочных изделий Абузит Сулейманов занимается уже несколько лет. Сегодня он может не только создавать качественный продукт, но также реализовать его в своем же магазине. Как признается предприниматель, он печет хлеб с историей, который готовится по старинным рецептам. И большая часть производственного цикла состоит из ручного труда. Установили оборудование, импортная ротационная печь, которая выпекает до 200 изделий за раз. Также имеется расстоечный шкаф, дополнительное оборудование, холодильное оборудование, миксеры вот здесь, различное оборудование имеется, весы, миксеры, сеялки.
Это уже вторая пекарня, которую открыл предприниматель. Первая находится в сельском поселении Троицкое. Выделенные Центром занятости средства не только большая подмога в развитии бизнеса, но также возможность создать новые рабочие места, на что и направлен грант. Как признается сам Абуязид, потенциал у предприятия в плане создания новых вакансий значительно шире. Для этого ему, конечно, требуется больше вложений. На полученный грант предприниматель планирует закупить оборудование. Мы хотим еще запустить линию по производству замороженных продуктов, так что нам нужны еще холодильники дополнительные, витрины. Вот мы на расширение бизнеса будем эти деньги направлять. Свое маленькое дело развивает Разимхан Гагиева. В этом небольшом ателье, открытом у себя дома, она вместе с 4 коллегами шьет на заказ одежду, медицинские халаты и постельное белье уже под своим фирменным брендом. Шитьем Разимхан занялась еще в студенческие годы, а позже за тяжестью положения снова села за машинку. Она тоже в списке грантополучателей. Материал, есть материал, но который заказывает отстунность, экиседацер. Мы постельный хозматериал ждаться. Кончилось. Что я так может подать заявку, на конкурсе отбора. Начиная с заявок. От центра занятости 18 мая сейчас выделить адресу. Это стартовый капитал для предприятия, которое, в свою очередь, уже значительно большему числу людей поможет обрести работу и постоянный источник дохода. Эта перспектива будет возможна благодаря госпрограмме «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Ингушетии» по обеспечению занятости населения в сфере строительства и курортно-туристического комплекса. Программа направлена на привлечение в предпринимательской среде бизнесменов, готовых при определенных вложениях, а именно 200 тысяч рублей, создать на базе либо уже действующих предприятий, либо в рамках запланированных проектов новые рабочие места. Например, по какой-то причине человек, который трудоустроил, он на учете, который стоял в центре занятости, если он до истечения 12 месяцев уходит или по какой-то причине, или по болезни, значит, мы, инспекция, мы выезжаем туда, проверяем, до конца ли, до конца 12 месяцев содержит он этого человека или нет. На участие в конкурсе от предпринимательского сообщества Сунжинского района и города Сунжа подано 10 заявок, из них одобрено только 6. Трудоустроительные должны будут именно жители своего района, по 2 человека, каждый из грантополучателей. А где, собственно, будет создано новое рабочее место, неважно. Главное, чтобы работодатели отчисляли необходимые платежи в налоговую инспекцию, пенсионный фонд и так далее. В перспективе, если проект оправдает себя, то, скорее всего, масштабы программы будут расширены, а грантовый фонд увеличен. Райдат Холухоева, Ахмед Горбаков, Новости 24. Сейчас прервемся на короткую рекламу, сразу после которой вы увидите. «25 лет на страже правопорядка и безопасности». В преддверии юбилея создания МВД по Ингушетии расскажем о доблестных сотрудниках. Пользуется красками, но пишет чувствами. Юный художник Абубакр Ауша выставил свое творчество на суд зрителей. Оценила и наш корреспондент. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41. Продолжаем выпуск. В преддверии Дня образования регионального МВД мы вспоминаем и события 14-летней давности. В июне 2004 года республика подверглась зверскому нападению бандитов. В ту ночь Ингушетия лишилась самых отважных и храбрых сынов. Было много жертв, но есть и тех, кому удалось выйти из ожесточенного боя живым. Один из них – Иса Буружев. Как это было, ветеран МВД рассказал нашему корреспонденту. В тот вечер полковник Иса Буружев после дежурства вернулся домой, не подозревая о том, что происходит в Назрани. Как вспоминает Иса, он стоял у ворот и разговаривал со своим сыном, который тоже работал в полиции. В тот момент к ним подошел сосед и сообщил о нападении боевиков. Сначала Иса не поверил, но не смог остаться в стороне и позвонил своему товарищу. И этот звонок развеял все сомнения. И тогда, немедленно, ни секунды, он вместе со своим сыном выехал в Назрань. К этому времени уже Карбулаки после захватить Тяханерца.
Таю, ну тхоят фаглер, шлагбам акайлахал рацар. Тадда дали еще аж тхосейцер сайцеч. Хамдатер движение хам тишраер. Таю хазар сун четко валер нохче алла. Удар тем бай там багитлж. А то камуфляжный форм ты юхждар. Я говорю, да, он яркий баян. أزواه والجيهون جت أتحقر. ماشين لبوا بكوا كيش داخل ماشين أجمو يجور ماشين تارز جت عديتش. В результате перестрелки Иса Буружев получил 2 пулевых ранения. Одно сквозное в ухо, вторая пуля пробила сонную артерию и попала в позвоночник. Как признается сам Иса, он тогда еще не понимал, что с ним произошло. Перестал чувствовать правую ногу и руку. Давай отдавай. Отцу я самоштвот я хавот асудинет баляк чанахбил бисо. Давай ляз одлуа. Шачки уздадет две. Огват я днин разготля. Несмотря на такое серьезное ранение, Иса оставался в сознании, что говорит о силе духа этого человека. После прекращения перестрелки они с сыном сели в покореженную машину. На удивление, она завелась. Как только автомобиль тронулся, Иса потерял сознание. Боевики продолжали стрелять вслед из гранатомета, и в машине с горящим колесом они доехали до больницы, где ему оказали первую помощь. Врачи констатировали, что после такого ранения шансов у него практически нет. Но Иса и в этом сражении за жизнь выстоял до последнего. И после долгого лечения и нескольких операций сегодня живет нормальной жизнью. Он был сидячим больным. За эти 9 лет от него ничего плохого не видели. Не было такого, чтобы он без настроения был, чтобы он кого-то ругал, чтобы он на кого-то недоволен был. Тогда, в 2004-м, в неравном бою с агрессорами, Иса, как и его коллеги, братья по оружию, проявили себя как настоящие герои. Прошло 14 лет. Время, безусловно, оставило рубцы на сердце, как самих участников тех событий, так и их родных. Но жизнь продолжается. Иса общается с друзьями, проявляет активную гражданскую позицию. Лидер по натуре и сейчас продолжает приковывать к себе внимание близких. Отдел по численности ЮАХ-театр. И если какие-то мероприятия, надо было участвовать в них всем. И мы все участвовали. В этом плане и тут помогал опыт Исы, где, что, как сделать правильно. То есть везде нужен опыт. А этого у Исы было достаточно. Поделиться со всеми, в том числе и с молодыми сотрудниками. Так, обратиться. Иса Буружев своей службой, не щадя здоровья, заработал многочисленные награды, среди которых медаль за отвагу, за выслугу лет и добросовестный труд. Каждый из этих символов доблести напоминает полковнику в отставке о том, что все в его жизни не зря. Теперь он по-особому ценит каждую минуту, проведенную в спокойствии со своими родными и близкими. Хэди Бекбузарова, Тимур Карахоев, Новости 24. Сегодня во всем мире отмечается День культурного разнообразия во имя диалога и развития, который был учрежден в 2001 году Генеральной Ассамблеей ООН. Этот праздник способствует информированию общественности и о ценности, важности разнообразия культур. Принятию праздника способствовал тот факт, что в настоящее время во всем мире под воздействием глобализации исчезают языки, утрачиваются традиции и множество культур. Поэтому проблема сохранения культурного наследия весьма актуальна. И сегодня этот праздник позволяет людям глубже осознать ценность разнообразия культур и дает возможность развивать сотрудничество между народами. Быстрая и адресная доставка почтовых отправлений и грузов от заказчика до потребителя. Почта России создала единую курьерскую службу, которая насчитывает тысячи курьеров по всей стране. Об удобствах новой системы, что можно отправить, куда и в какие сроки, узнавала наш корреспондент Зарима Ивлоева. Номер каждой посылки мы забрасываем на курьера, и он отображается на маршруте. Вот у нас план-факт, сколько посылок у каждого курьера.
Рабочее утро Мурада Хаматханова и его коллег начинается с разбора почты. Курьерская служба предполагает, что отправка должна дойти до адресата максимально быстро. Поэтому как только оператор распакует посылки, курьер начинает обзванивать клиентов и договариваться об удобном для них времени доставки. После чего, собрав адреса, отправляется в путь. Не можем посылки откладывать на следующий день просто так, только по желанию клиента. Мы можем посылку отложить. И самое сложное бывает то, что если когда посылок много, каждый хочет в определенное время ему доставить посылку, а мы не можем всем угодить, не получается. Всего Назрановский и Сунжинский район обслуживают 4 курьера, задача которых – прием и вручение экспресс-отправлений, что называется «из рук в руки». Курьер заберет отправление в удобном для вас месте и доставит его адресату – домой или в офис, и неважно, на соседнюю улицу или на другой континент. Курьерская служба Почты России представлена в большинстве городов нашей страны. Назрань не стала исключением. По неофициальной статистике, чаще всего в нашем регионе услугами таких экспресс-доставок пользуются представительницы прекрасного пола, которые, как правило, заказывают одежду в крупных интернет-магазинах. В день у нас примерно 50, 40, 30 посылок. Больше с Москвы и с Ярославля, из Италии, международные. Вызвать курьера можно в любое время суток через сайт Почта России, в мобильном приложении или просто обратившись в единый контактный центр. Экспресс-отправление ЕМС – это самый быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку по России и за границу. Его доставку и вручение можно отследить по интернету с помощью специального трек-номера. Это авиаперевозка. То есть обычная посылка, она идет там ЖД-транспортом, пароходом. А ЕМС, если откуда она бы не шла, она идет только самолетом. Поэтому она чуть дороже. Но за счет этого она намного быстрее. По той услуге, которая дается, на рынке нет никого, кто может дать ее лучше. Во-первых, обхват. Мы можем отвезти куда угодно. Кроме того, скорость. Ну и когда вам в руки вручают, это хорошо. Но есть и свои ограничения. Посылка по России не должна превышать 31 килограмм. А если захотите отправить что-то, к примеру, в Австралию, Англию или Аргентину, то здесь коробка должна быть не тяжелее 20 килограмм. Также есть свои ограничения по высоте и ширине посылки. Всего экспресс-отправление ЕМС можно отправить в 190 стран мира. Зарема Ивлоева, Адам Далаков, Новости 24. В этом году в Ингушетии благоустроят 23 территории, 15 дворов и 8 общественных мест. И все это благодаря программе «Комфортная городская среда», на развитие которой до 2020 года выделено около 300 миллионов рублей, 5% из которых поступят из местного бюджета. Стоит отметить, что проект «Комфортная городская среда» продолжается в республике уже второй год подряд. За все время в различных районах Ингушетии муниципальные власти привели в порядок 57 территорий. Реализация проекта позволит улучшить экологию, внешний облик и санитарное состояние городов. Благодаря реализации программы развивается инфраструктура, благоустраиваются дворовые площадки и строятся социальные объекты. А теперь поговорим о прекрасном. В детской школе искусств Карабулака открылась персональная художественная выставка Абубакра Аушева. 14-летний мастер кисти уже сейчас демонстрирует высокий творческий потенциал. В экспозицию уже третью по счету вошла и картина «Взгляд в прошлое», благодаря которой начинающий художник стал победителем всероссийского конкурса. Именно эта работа завоевала симпатию жюри Всероссийского конкурса творческих работ детей и юношества «Спасибо деду за победу» по направлению изобразительное искусство в номинации «История и память». Финал конкурса проходил в Санкт-Петербурге. В нем было представлено 5500 работ. Свою картину Абубакар выполнил гуашью и потратил на ее написание 2 недели. Я решил нарисовать какой-нибудь сюжет, который всех заинтересует. Это тут изображен дедушка, который смотрит на памятник, который поставили ему при жизни. И он вспоминает свое боевое прошлое.
себя в молодости вспоминаю. Начинающему художнику всего 14 лет, и в таком юном возрасте у него на счету 3-я персональная выставка. Обучается Абубакар Аушев в детской школе искусств всего 2 года. Это короткий срок, но достаточный для раскрытия действительно большого таланта, считает его преподаватель и директор школы Муса Мартазанов. Его отличие, наверное, от его сверстников – это то, что он обладает усидчивостью, выверенной точностью, и он очень легко обучаем. Научился писать маслом, передавать рисунок, именно легко выполнять требования преподавателя, которые стоят перед ним. На выставке представлены картины различных жанров, тематические, портретные, графические иллюстрации. Но больше всего художник отдает предпочтение пейзажам. Так его картины «Утро в горах», «Золото Казбека», «Вечереет» передают всю красоту природы. Мальчик до сих пор рисовал гуашью, теперь постепенно переходит на работу с маслом. И несмотря на свою юность, он отличается огромным талантом. Его искусство, уже можно сказать, творчество, оно имеет свой почерк. И я думаю, каждая его картина отличается глубиной изложения и таким точным сочетанием красок. На этой выставке мне понравились все его работы, потому что диапазон его тем достаточно широкий. По словам родителей, Абубакар перенял талант от дедушки, ведь он тоже был разносторонним творческим человеком. Тяга к живописи у мальчика появилась всего в 3 года, когда он подолгу рассматривал красочные журналы. Став чуть постарше, начал рисовать животных и персонажей из мультфильмов, а затем настаивать на художественном образовании. Сначала родители отнеслись несерьезно к увлечению сына, но сейчас на его персональных выставках сами удивляются тому, как он отобразил те или иные элементы. Он изобразил воду, такое ощущение, как будто настоящая, глубину ее даже. Вот. Всегда я смотрю на нее и удивляюсь, как он воду именно передал. Ну и остальные работы тоже мне нравятся. Особенно где башенный комплекс, там, насколько вот он каждую деталь, мелочь там изобразил. Сама иногда удивляюсь, как настолько вот каждый камушек, каждую веточку там все это изображает. Это не просто увлечение, заявляет Абубакар. В конце года он со своим наставником планирует более масштабную выставку, где будут представлены картины, выполненные маслом. В дальнейшем Абубакар собирается полностью посвятить себя искусству и после школы поступить в соответствующий вуз. Выставка продлится до июля, и каждый желающий может ее посетить. Залина Могушкова, Майербек Нуржоев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.